Бороться надо и с торговлей наркотиками, которая сейчас скрывается в интернет-магазинах. А еще преступники оставляют надписи на фасадах зданий, в которых кроется противоправная информация, завлекающая несовершеннолетних в сети наркодилеров. В Сыктывкаре нашли способ, как бороться с незаконной рекламой запрещенных веществ. Специальный чат-бот в Телеграме. Как работает новое оружие против наркодилеров, расскажет Ольга Коняева. Неприглядные надписи на фасадах зданий портят облик города, но это лишь малая часть беды. Куда опаснее зашифрованный в надписях смысл. Немногие подозревают, что это может быть скрытая реклама сайтов, продающих наркотики и психоактивные вещества. Графоманам и наркодилерам в столице Коми объявили войну. Запустили специальный чат-бот с названием «Стены Сыктывкара» в мессенджере Telegram. Работает это просто. Заходим в чат, фотографируем подозрительную надпись и отправляем с указанием адреса. Сообщение напрямую поступает в администрацию Сыктывкара и МВД по республике Коми. Инициатором борьбы со скрытой рекламой наркотиков стал Василий Стрекалов. Все знают его по проекту «Один хороший человек». Подозрительная настенная живопись, распространенная в городе, давно привлекла его внимание. Я давно социальными такими активными проектами занимаюсь. И постоянно вижу вот эти в общежитиях, очень масса, вот этого всего. Реклама наркотиков, потом я узнал об этом. И мне ребята уже рассказали там. Я такой, да быть такого не может. И начал проверять по приложению на самом деле. То есть там предлагают работу, там предлагают, все предлагают. Я говорю, да как так-то? И никто с этим справиться не может. Я говорю, как так? Надо все-таки вызвать, то есть всех жителей города, отцов, матерей поднять и защитить наших детей. Проверяя антиискусство, Василий Стрекалов убедился – это реальная угроза. Торговцы смертью предлагают заработать легко, устроиться маркировщиком или пешим курьером. Звучит безобидно, а по сути это закладчик. Попадаются на удочку молодые люди, подростки и дозы для них же. Это зависимость, сломанные судьбы, уголовное преследование, горе родственников. А для кого-то летальный исход. Сейчас недавно с окна видел, получается, то есть вот она, большими прям такими буквами, жирными, то есть расписано. Для чего это? Тоже предлагаю, смотрите, лучшее качество в твоем городе. Ужас на самом деле. Горских активистов с проблемой не справиться, решил один хороший человек и обратился за помощью к депутату Госсовета и в Центр управления регионом. Цуркоми нашел решение, тот самый чат-бот. Итак, забиваем в поиске Телеграма латинскими буквами специальный идентификатор. Сейчас вы видите его на ваших экранах. Кроме того, для наших телезрителей мы подготовили QR-код. Отсканируйте его, и чат-бот откроется. Мы разработали чат-бот, который позволяет горожанам оперативно сообщать о появлении незаконных граффити с рекламой наркотиков, а руководству МВД и города Сыктывкара держать такие сообщения на своем контроле и принимать все необходимые меры для устранения таких надписей. При этом мы прекрасно понимаем, что эта проблема актуальна не только для города Сыктывкара, но и для других муниципалитетов республики, поэтому сейчас рассматриваем возможность масштабировать ее на другие города. Сигналы уже начали поступать, а надписи исчезать. Только не стоит самим закрашивать стены. Это можно расценить как мелкое хулиганство. Лучше сообщите об опасной информации в чат-бот «Стены Сыктывкара». Ольга Коняева, Роман Барвиков, телеканал «Юрган».